Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал НВК «Саха» начинает серию репортажей с финала всероссийских соревнований по танцевальному спорту, которые прошли в городе Якутске с 26 по 28 сентября 2025 года. У микрофона комментатор Катерина Григорьева. Столица Республики Саха на 3 дня стала центром притяжения для любителей танцевального спорта. В соревнованиях приняли участие 232 спортсмена из 23 регионов страны, среди которых были лучшие пары финалистов российских чемпионатов, первенств, международных турниров. Впервые в истории республика принимала всероссийские соревнования по танцевальному спорту. Встречаем участников всероссийских соревнований по танцевальному спорту. Республика Саха-Якутия. Республика Мордовия. Алтайский край. Краснодарский край. Красноярский край. Хабаровский край. Брянская область. Воронежская область, Кировская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Челябинская область, город Москва, город Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ. Встречаем парад судей. Дорогие участники всероссийских соревнований по танцевальному спорту, уважаемые тренеры, уважаемые судьи, дорогие гости, дорогие зрители, в этот день, в этот поистине исторический день, впервые на якутской земле проходят соревнования по танцевальному спорту такого уровня, всероссийские соревнования. Я поздравляю всех участников. И, конечно, прежде всего желаю всем выступить так, чтобы их душа потом сказала: в Якутии у меня состоялся потрясающее выступление. В Якутии мне повезло, и в Якутии меня поддержали мои зрители, мои близкие, мои тренеры. И я хочу, чтобы этот день вам надолго запомнился в вашей спортивной карьере и в вашей жизни. Поэтому мы от лица правительства Республики Саха-Якутия, от лица всех организаторов искренне вас поздравляем, настраиваем всех на победу и, конечно, уверены, что сегодняшние ваши выступления останутся в памяти и Якутии, и у вас навсегда. Организатор Всероссийская федерация по танцевальному спорту, брейкингу и акробатическому рок-н-роллу в ТСР. Оргкомитет лично возглавила президент ТСР Надежда Ярастова. Уважаемые спортсмены, уважаемые судьи, уважаемые зрители, уважаемые официальные лица. От имени Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла я благодарю правительство Республики Саха-Якутия, я благодарю Министерство спорта, я благодарю Федерацию танцевального спорта, Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия в лице ее президента за возможность проведения всероссийских соревнований на территории республики. Это действительно знаковое событие для танцевального спорта. В столь отдаленном регионе на сегодняшний день проходят официальные спортивные соревнования. Я уверена, что у нас сегодня получится достойное событие. Я вам желаю легкого паркета, я вам желаю искрометных выступлений. Я вам желаю объективного судействия во имя спорта, во славу России. Удачи вам!
Судейский корпус всероссийских соревнований был представлен 38 специалистами из разных городов России. Мероприятие стало знаковым не только для участников, но и для якутских зрителей, которые имели редкую возможность увидеть высочайший уровень спортивного танцевального мастерства и лицезреть лучшие пары страны. Организация турнира стала возможной благодаря поддержке правительства Республики Саха-Якутия. Был создан специальный оргкомитет под руководством заместителя председателя правительства Сергея Местникова. Ну и, конечно же, основным соорганизатором выступили хозяева – Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия, президент Людмила Николаева. Соревнования прошли в атмосфере большого спортивного праздника. Канал НВК «Саха», Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга, акробатического рок-н-ролла, Союз танцевального спорта Республики Саха-Якутия представляют репортаж со всероссийских соревнований по танцевальному спорту. У микрофона комментатор Катерина Григорьева. Помогать комментировать мне будет Юрий Алексеев, старший тренер сборной Республики Саха-Якутия по танцевальному спорту. Добрый день, Юрий. Добрый день, Катерина. Вот вначале давай поговорим о соревнованиях самих. Вот как ты оцениваешь сам уровень, сам факт проведения всероссийских соревнований по танцевальному спорту? Это все-таки редкость для нашего края. Да, конечно, это всероссийские соревнования. Это вообще первый раз в жизни в Республике Саха-Якутия. Первый раз, соответственно, в Якутске. Такие соревнования проводятся не так часто по всей России. Это соревнования наивысшего уровня. Это соревнования, которые могут дать парам наибольшее количество очков в рейтинге. Те, которые участвовали и выходили в финал на всероссийских соревнованиях, пары получают достаточно высокий рейтинг именно по танцеванию, именно по тому, что собираются самые лучшие. То есть это не классы, это не... то есть это спортивные разряды, во-первых, да, это самые открытые классы, это вариация открытых классов, это самое наивысшее, что есть вот в соревнованиях, помимо, конечно же, чемпионата России, вот таких вот турниров. Всероссийские соревнования в Якутске прошли достаточно, получается, это вот проводил сам федерация, сама федерация. Да, и вся организация была на них, то есть по всем стандартам, по всем правилам танцевального спорта, паркет, свет, даже вот стулья, где должны какие-то стоять. Требования были, да? Все требования Регламент строгий. Да, все по правилам. Каждое действие, что мы должны делать, куда мы должны смотреть даже, как мы должны стоять. Это все прописано и в правилах танцевального спорта, и, конечно же, был инструктаж перед самими соревнованиями. Вот даже вот количество людей, которые приехали, да, обслуживать, это вот сколько было судей, сколько было спортсменов, тренеров, обслуживающие вот эти какие-то организационные, да, силы, допустим, те же самые стилисты, да, визажисты, они же все вот приехали оттуда, то есть вместе с парами, и надо было обслужить всех этих людей, сопроводить, упорядочить. Ну, конечно же, это, наверное, очень большой опыт для нашего союза. Да, конечно, мы получили колоссальный опыт во всем. Проведение турниров мы сами-то проводили турнир, да, республиканского масштаба, но это были, конечно же, всероссийские. Это беспрецедентное количество участников соревнований, и, конечно, для нашего союза это большой опыт, большая школа. И вот про участие нашей сборной команды республики давай поговорим. Впервые такое количество у нас 25 пар, 24 пары, да, 48 человек. Какое будут иметь значение итоги соревнований в развитии танцевального спорта как вида спорта у нас в республике? Да, конечно же, это в первую очередь, что не все пока выезжали на всероссийские соревнования в Москву или там другие города. Практически их по пальцам можно было пересчитать, те, которые у нас опытные танцоры. В основном это все у нас новички. Они получили недавно совсем свои спортивные разряды. Вообще классы недавно только получили. Для них это, конечно же, насмотренность. То есть у нас
дома, они посмотрели всероссийские соревнования. То есть, конечно же, то есть невозможно обучить танцора или там ребенка полностью всему. Ребенок должен сам на своей... Ну, как и любой спортсмен. Да, как Любом любой виде человек. спорта, да. То есть Соревнования это личный опыт, обязательная конечно, часть, конечно. Личный опыт развития. это очень много влияет на все практически. То есть дети сами посмотрели, скажем так, закулисье, как, скажем, великие танцоры, да, вот всероссийского уровня, они как себя ведут, как они разогреваются, что они делают за паркетом, да, то есть мы можем видеть то, что дети танцуют, да, спортсмены танцуют на паркете, как они танцуют, но как они к этому приходят, что они разогревают, как они разогреваются, как они настраиваются, это, конечно же, только надо быть среди них. И вот наши танцоры, они как бы побывали на больших соревнованиях, не выезжая никуда, будучи дома. Вот в возрастной категории «Дети 1» принимали участие Коротких Сергей и Лея Николаева. Вот они представляли клуб «Надежда», город Якутск. Руководитель Надежда Николаевна Константинова. Да, Сергей с Леей очень перспективная пара, они в категории от 7 до 9 лет, дети 1. Скоро они перейдут в следующую возрастную категорию. И хочется сказать по этой именно паре, что они довольно-таки долго уже тренируются в Москве. Да? То есть это пара, которая сборная нашей республики Саха-Якутия в категории «Дети 1». Мы возлагаем на них очень большие надежды. Это очень перспективная пара. Партнерша была совсем начинающая в прошлом году, но уже сегодня она, конечно же, одна из самых лучших танцовщиц нашей сборной, команде. Желаем им успехов и надеемся их увидеть на самых высоких площадках в будущем, выступающих за нашу республику. Егор Гармаш и Милана Протопопова, клуб «Реверанс», город Якутск, руководитель Нелли Борисовна Люло. Да, Егор Гармаш, Милана Протопопова, они ездили с нами в Геленджик в прошлом, еще в этом году, прошли двухнедельные сборы с самыми лучшими нашими педагогами, тренерами, спортсменами Федерации танцевального спорта России. Это также очень перспективная пара, лучшая пара реверансов в «Детях 1», пара, которая часто выезжает на сборы, которая развивается достаточно быстро. И следующая пара Кириллин Виктор и Милена Эпова. Это клуб «Санрайз», город Якутск, руководителем которого являешься ты, Юрий Захарович Алексеев. Да, это наша пара «Санрайз». Они довольно-таки молодая пара. В прошлом году они не танцевали в спорте высших достижений. В следующем году они также переходят уже в возрастную категорию «Дети 2». Девочка очень классная, ее все хвалят. Милена у нас такая звездочка в категории «Дети 1», то есть у нее есть все данные, то есть и артистизм, и физика, и техника. Такая очень перспективная пара. Виктор начинает сейчас, уже догнал Милену, можно сказать, и с ней уже на одном уровне. Если в прошлом году он еще чуть-чуть отставал, то в этом году эта пара очень сильно прибавила. И, кстати, эта пара поедет сейчас на Russian Open. Все пары, которые мы назвали сейчас и назовем сборной Республики Саха-Якутия, мы все выезжаем на Russian Open Championships 2025. Скоро. Да, это вот в октябре месяце. Мы все, получается, будем уже на открытом чемпионате России. Получается, туда поедет и следующая ваша пара. Это Максимилиан Алексеев и Арина Хлопкова, тоже клуб «Санрайз».
Да, это наша самая маленькая пара. Им недавно только исполнилось 7 лет, и они уже в возрастной категории от 7 до 9 лет. То есть у них их соперники 9-летние. В этом возрасте, конечно, разница очень большая. Да, в этом, ну, в детях 1, детях 2 достаточно вот большая разница, даже год, а тут у них 3 года разницы. Это самая наша, ну, как я сказал, молодая пара. Также, надеюсь, очень перспективная пара. Максимилиан недавно встал с Ариной. То есть Арина в прошлом году танцевала только 2 танца у нас. Класс М2, где танцуют только 2 танца. Фламинго, вальс, ча. И с этого года, с лета, они встали в пару. И срочно же надо было выучить 6 танцев, чтобы выйти на всероссийский уровень. Это, конечно же, было трудно, но я думаю, ребята неплохо с этим справились. И Артем Бурцев и Александра Готовцева. Клуб по парам, город Якутск, руководитель Вячеслав Ефимов. Да, эта пара совершенно новая. Пара, которая, да, до недавнего времени танцевала в N-классе. Также у них не было классов. Также мы их очень сильно поздравляем с переходом в спорт высших достижений. И, конечно же, хотим им продвижения, чтобы они дальше тренировались. Пара очень перспективная, пускай они танцуют, развиваются. А теперь мы переходим в возрастную категорию «Дети 2». Это уже дети постарше. Сколько им лет? От 10 до 11 лет. В этой категории у нас клуб «Санрайз» представляли Виктор Потапов и Камила Сусина. Город Якутск. Это наша самая стабильная пара в Санрайзе, скажем так. Они уже 2 года вместе танцуют, уже 3-й год пошел. Пара достаточно взрослая, да. В следующем году они переходят в юниоры 1. Следующая пара — Сергей Слюгров и Ева Дришт. Клуб «Санрайз», город Якутск. Это наша новая пара. Они буквально за 2 недели встали в пару, потому что у Сергея была партнерша Гульдана, она, к сожалению, по здоровью не сможет продолжать танцевать. А Ева, она танцевала соло. Есть такая у нас категория танцоров, где танцуют только девочки, соло. Вот. Она танцевала все это время одна и очень быстро влилась в пару с Сергеем. Также очень перспективная пара. Они будут также выезжать на турниры. Но ждем от них каких-нибудь результатов в будущем. Следующая наша пара — Всеволод Сивков и Изабелла Никитина. Клуб «Квикстеп», город Якутск. Руководитель Дмитрий Никитин. Это также новая пара. Они образовались буквально в сентябре месяце. Пара перспективная, очень хорошая. Партнерша также блистает, Никитина Изабелла. Также пожелаем им успехов в дальнейшем, пусть тренируются. Следующая пара — Давид Ястребов и Ясмина Шакирова. Клуб «Румба», город Ленск. Руководитель Татьяна Анатольевна Самохина. Одна из самых опытных тренеров нашей республики. Большой энтузиаст. Клуб очень такой стабильный, развивающийся. Они всегда выезжают на очень большое количество соревнований, несмотря на то, что они живут достаточно далеко. И вот это надо очень сильно отметить. И всегда румбовцы были флагманом, да, нашего танцевального спорта в республике. И клуб «Румба» представляли Давид и Ясмина. Да, это также лучшая пара в «Дети 2» нашей республики. То есть клуб «Румба» уже традиционно выставляет свои пары, и они выигрывают наши республиканские турниры. И дети показали здесь очень хороший результат в «Детях 2». Они также были в финале всероссийских соревнований. Это уже о чем-то говорит, да? Да, конечно же, это очень перспективная пара в будущем. То есть пара станцована уже сейчас. Также, да, то, что они выезжают, они тренируются.
И большая благодарность, конечно же, родителям Давида и Ясмине и руководителю клуба Татьяне Анатольевне за воспитание таких, ну, скажем, звездочек в детях 2 сборной Республики Саха-Якутия. В честь этих прекрасных дуэтов. Едем дальше. Василий Новгородов и Сайнара Петрова. Клуб «Надежда», город Якутск. Тоже воспитанники Надежды Николаевны Константиновой. Да, соответственно, в детях 2 это лучшая пара клуба «Надежды». Очень хорошая пара, партнер музыкальный, партнерша очень красивая и довольно-таки техничная пара. Конечно же, им нужно дальше развиваться, дальше тренироваться. Очень хорошая пара, очень перспективная пара в будущем. ДЮСШ города Мирного представили на всероссийских соревнованиях Майбородов Яромир и Шишмалева Софья. Руководитель, тренер ДЮСШ города Мирного Дмитрий Олегович Чернышов и его супруга Чернышова Инна Николаевна, также тренер ДЮСШ города Мирного. Они очень опытные тренеры, очень опытные, в прошлом танцоры. Также у них категория судейства первая. Очень серьезные, очень компетентные тренера. И, конечно же, мы будем надеяться, что Яромир с Софией покажет в дальнейшем еще лучшие результаты. Категория юниоры 1. Уже дети постарше. Сколько им лет? Юниор 1 это у нас Юниоры 1 это юноши и девушки возрастной категории от 12 до 13 лет. И представляли город Ленск в свой клуб «Румба» Александр Голубев и Валерия Муратова. Насколько я знаю, что это тоже довольно известная пара в республике. Да, даже эта пара, Саша с Валерией, они известны даже в России. Очень классная пара, показывающая стабильный, хороший результат. Это, можно сказать, наша лучшая пара республики, юниоров 1. Александр и Валерия также занимаются очень много, очень долго тренируются. Это пара фанатиков, которые могут заниматься целый день, находясь в тренировочном зале у Татьяны Анатольевны. И пара показывает результаты, потому что они очень много тренируются. Много работают. Да. Безносов Богдан и Кораблева Дарья, клуб «Квикстеп», город Якутск, руководитель. Никитин Дмитрий. Пара также новая, она образовалась у нас в прошлом году. Пара образовалась, как ни странно, в Москве. Богдан нашел Дарью в Москве. Вот. И, конечно же, Дарья показывает танцевание, московское танцевание. Очень сильная партнерша. Богдану очень сильно повезло. Он, конечно же, подтягивается к Дарье. И в целом, конечно же, пара показала неплохие результаты. И в дальнейшем, я думаю, будет усовершенствовать только свои спортивные танцевальные навыки. Клуб «Реверанс», город Якутск. В этой категории был представлен парой Егор Карнаухов и Софья Вантин. Егор с Софией тоже очень уже стабильная пара клуба «Реверанс». Лучшая пара клуба «Реверанс» в юниорах 1. Егор и Софья прошли курс тренировок в городе Геленджик с тренерами Российской Федерации танцевального спорта. Очень перспективная пара в дальнейшем, очень стабильная пара. И, конечно же, мы им пожелаем также хороших результатов в дальнейшем. Пара из клуба «Румба», город Ленск, Данил Кузнеченко и Виктория Сафонова. Данил и Виктория, они также тренируются в клубе «Румба», и получается, у них есть пример. Это Александр с Валерией. Они стремятся быть как они, тренируются вместе. Может быть, не так много, как Саша с Лерой. Но, конечно же, хотим, чтобы пара дальше развивалась и достигала высот.
Михаил Царгоев и Елена Суянко, тоже клуб «Румба», город Ленск. Вообще вот в этой категории хочется отметить, из 6 пар 3 пары представляют клуб «Румба», город Ленск, воспитанники Татьяны Анатольевны Самохиной. Да, это юниоры 1. В следующем году многие из них перейдут уже в юниоры 2. У нас уже будет пополнение в юниорах 2. И, конечно же, это очень большая заслуга Татьяны Анатольевны, что она сохраняет пары, вот именно юниорские пары и пары очень хорошего уровня. Михаил с Еленой также были у нас в городе Геленджик, они также прошли вот этот весь курс с тренерами, да, ФТСАР. Мы выезжали с очень большой командой, да, очень большим составом Республики Саха-Якутия, все тренеры, все судьи. Мы взяли с собой 20 пар, и таким большим количеством мы тренировались, находясь вот в городе Геленджик. Следующая категория, уже люди постарше, спортсмены, это юниоры 2. Да, юниоры 2 это у нас возрастная категория от 14 до 15 лет. Вот, конечно же, звезды в этой категории. Вообще одна из самых опытных и титулованных пар республики. Это Тимофей Проводин и Анита Федорова. Клуб «Реверанс», город Якутск. Тренер Нелли Борисовна Лево, руководитель. И хочется отметить, что вот именно эта пара была участником игр «Дети Азии». И с ними же занимался тренер Лопатин Павел. Да, это наша самая титулованная пара, скажем так, возрастной категории юниоры 2. Лучшая пара республики, члены сборной Республики Саха-Якутия. И да, как Катерина сказала, эта пара участвовала на Детях Азии, была в финале. Возрастной категории юниоры 2 это уже, конечно же, другое танцевание. Пара очень стабильная, они с детей, да, с дети 2, по-моему, они танцуют вместе. И это своего рода показатель, что не надо менять партнерш, не надо менять партнеров. Нужно стараться находить общий язык. Это, конечно же, очень большая заслуга Нелли Борисовны, что она находит слова, общаться именно с парой. Это уже молодые люди, практически 14-15 лет, со своими какими-то запросами, со своими какими-то взглядами. И пара достаточно стабильная, очень хорошая пара. Они танцуют у нас европейскую программу танцев. Пожелаем им также удачи на Russian Open. Кирилл Кирсанов и Ксения Алексеева, клуб «Реверанс», город Якутск. Это относительно новая пара клуба «Реверанс». Они начали заниматься не так давно, но, кстати, очень хорошая пара технически. Кирилл и Ксения были у нас на сборах в Якутске, на летних сборах, и показали себя очень хорошо. Надо им пожелать, наверное, здоровья. Сейчас какие-то у них там перепады со здоровьем. Мы желаем им здоровья, больше тренировок и, конечно же, очень большое пожелание, чтобы они попали как члены сборной и чтобы они выезжали на официальные турниры нашей Федерации России. Марат Хуснулин и Варвара Серкина, клуб «Румба», город Ленск, воспитанники Татьяны Анатольевны Самохиной. Да, это самая старшая пара танцевального клуба «Румба», город Ленск. Марат, Варвара также посетили в Геленджике сборы. Также очень перспективная пара в юниорах 2. Пока показывают результаты стабильные. Вот. И, конечно же, мы надеемся, что все пары юниоров 2 перейдут в следующую возрастную категорию молодежь. Мы увидим совсем другое танцевание. Мы сейчас видим танцевание 14-15-летних юнош и девушек. Вот. И в этом возрасте Марат и Варвара, конечно же, показывают хорошие результаты. Следующая наша пара — Владимир Серкин и София Колотухина. Клуб «Квикстеп», город Якутск, руководитель Никитин Дмитрий. Пара Владимир-София
совершенно новая пара. Они начали заниматься не так давно, но в 14-15 лет, так как они уже взрослые, да, скажем так, они очень быстро воспринимают информацию и очень быстро развиваются в танцах. Благодаря, конечно же, тренеру Дмитрию Владимировичу, пара очень также, да, показывает вот рост, динамику роста в своем танцевании. Встав в пару недавно, да, и начав вообще тренироваться недавно, они уже вот вышли на всероссийский уровень танцевания, что, да, опять же, вот благодаря тренеру. Пожелаем этой паре успехов и будем следить за ними уже на следующих соревнованиях. Тамтусова Ангелина и Данил Захаров, воспитанники клуба по парам, город Якутск, руководитель Вячеслав Ефимов. Да, опять же, это новая пара, совершенно новая пара. Но тут уже можно сказать, что они танцевали в других парах, да. То есть у Данила была другая партнерша, у Ангелины был другой партнер. Кстати, мы его сейчас еще встретим в нашем списке. Спортсмены клуба по парам, также лучшая пара, да, вот в юниорах 2 этого клуба, очень перспективная пара, они наконец-то нашли друг друга, скажем так, они шли к этому довольно-таки долго, и наверняка тренеры смотрели на вот, ну, на других, да, то есть в тех парах было что-то не так, и они соединили эту пару вместе только в этом году, буквально там весной и летом этого года, и, конечно же, мы ожидаем от этой пары хороших результатов в дальнейшем. Максим Трошко, Валерия Аксаментова представляли ДЮСШ города Мирного, тренеры Чернышова Дмитрий и Инна. То есть Мирный всегда же был тоже одним из таких регионов сильных, да, которые готовили всегда пары. И один из опорных, можно сказать, центров, да, помимо города Якутска и Ленска. Да, город Мирный всегда был в лидерах республики по танцевальному спорту. И сейчас, конечно же, с новыми тренерами, с Дмитрием и Инной, мы ждем от мирнинских спортсменов высоких результатов. То есть эта пара осталась, да, вот в юниорах 2, 14-15 лет. Получается, они довольно-таки опытная пара. Мы пожелаем Максиму и Валерии достойно представлять свой город и свою школу на дальнейших соревнованиях, которых, конечно же, после всероссийских соревнований они, наверное, тоже, как и все остальные участники, получат импульс, толчок к развитию. То есть это уже все наши пары будут, наверное, уже по-другому смотреть на себя, на свои результаты. И тренеры, конечно же, тоже вдохновятся вот участием своих воспитанников и будут показывать высокие результаты. Кстати, да, вот в городе Мирном в этом году мы проведем первенство в Республике Саха-Якутия. И там Максим с Валерией наверняка покажут очень хороший результат. Кирилл Повод и Кристина Власова, клуб по парам, город Якутск. Вячеслава Ефимова тоже воспитанники. Да, и вот как я говорил, Ангелина раньше танцевала с Кириллом. И это опять же получается новая пара, совершенно новая пара. Которые стали пару, да? Да, вот да, они танцевали в разных парах, и теперь они объединились. И, конечно же, это большая заслуга наших тренеров, да, Ефимова Вячеслава, что они соединили именно эту пару. И эта пара стала гармоничной, эта пара стала презентабельна. Очень хорошая пара. Также пожелаем им успехов в дальнейшем. И возрастная категория молодежь, это уже взрослые люди. Конечно же, пара наша гордость, за которых спортсмены, за которых болела вся республика, и болели очень многие зрители, да, пришли специально на них. Это Серафим Лепихов и Аяна Николаева, клуб Sunrise, город Якутск. И я, насколько знаю, что эта пара очень сильная, очень рейтинговая. Да, Серафим с Аяной, они недавно начали представлять нашу республику.
И, конечно же, да, как Екатерина сказала, это очень серьезная пара, скажем так. Эта пара уже тренирует нашу сборную. Они хоть и очень молодые, но уже наставники нашей сборной, да. И, конечно же, все танцоры, все родители очень полюбили Серафиму Саяной. И вот эта вот поддержка была искренняя. Это наша самая, старшая пара, да. У нас, к сожалению, пока нету взрослых пар. Ну вот Серафим с Аяной, конечно же, они перейдут во взрослость, да, во взрослое танцевание, в взрослую категорию. Серафим с Аяной это рейтинговая пара, скажем так. То есть они входят в топ-30 пар России в категории молодежь. Это очень, скажем, высокий результат, высокий рейтинг. И, по-моему, пары такого уровня у нас в республике, наверное, еще не было в такой категории возрастной. Не все пары доходят до до этой категории, скажем, да. Многие танцуют в детстве, в детях один, в детях два. У нас много пар, но до категории молодежь доходят не все, скажем так. Дальше будем следить, наверное, за успехами Серафима и Аяны на других площадках. То есть пара продолжает тренироваться, у них очень много планов, очень много устремлений в будущее. И, конечно же, мы на них возлагаем большие надежды, как на наставников, как на тренеров. Несмотря действительно на такой юный возраст достаточно, да, не все спортсмены становятся тренерами, немногие из них становятся наставниками. Но вот и как показывает наш опыт нашей сборной, Серафим с Аяной достигают уже этих успехов на этом поприще, скажем так. И давайте мы поблагодарим всех наших спортсменов, всех наших тренеров, которые участвовали в этих всероссийских соревнованиях, поздравим их, потому что действительно это очень большой опыт, это очень ценный опыт. Конечно же, мне кажется, что сейчас уже должен начаться какой-то новый этап. Да, конечно же, мы все получили достаточно большой опыт, именно вот увидя изнутри всероссийские соревнования. И дети посмотрели, что происходит за кулисами, и мы посмотрели, что происходит за кулисами, как общаются судьи, как они себя ведут, может быть. Как судят. Как судят, да. То есть мы получаем инструктаж от главного судьи. Это, конечно же, феноменально. Потому что ты же был сам судьей, да, на этих соревнованиях. Алексеев не только был тренером, не только был старшим тренером сборной и тренером, руководителем своего клуба, но и выступил в качестве судьи. Да, и вот там нужно отделять, то есть либо ты судья, либо ты тренер. Когда ты судишь, ты только судья, то есть ты не имеешь, ты не должен думать, что вот эта пара там занимается, республика, там еще что-то. Конечно же нет. Ты судишь только то, что ты видишь перед собой, именно только твоя компетенция должна быть на судействе. Поздравляем и говорим спасибо. И наслаждаемся, конечно же, выступлением наших пар. И мы надеемся, что наши зрители также получили информацию, получили такую картинку редкую, да, потому что мы не всегда делаем такие репортажи. Поэтому спасибо всем большое, спасибо за предоставленную возможность. Спасибо, конечно же, нашей съемочной группе, режиссеру и нашим операторам, которые нам дали такую редкую возможность увидеть вот такую красоту и стать свидетелями такого праздника. Спасибо.